По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье на 50% зависит от образа жизни человека, на 21% от экологических и социальных условий, на 19% от особенностей наследственности человека и на 10% от органов здравоохранения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что формирование здоровья и здорового образа жизни зависит от бережного отношения к окружающей среде и развития экологической культуры как среди детей, так и взрослых. На сегодняшний день известно более 18 миллионов химических соединений, из которых почти 60 тысяч находят широкое применение во всех сферах жизни человека. При этом для почти 6 десятков отдельных соединений доказана безусловная канцерогенная активность для человека. С атмосферным воздухом, водой, пищей. Основной источник загрязнения воздуха – это выбросы промышленных предприятий, продукты сгорания ТЭЦ, выхлопные газы автомобилей. Безусловно, загрязняет воздух свалки промышленных бытовых отходов, химчистки, автозаправочные станции, автосервисы и так далее. Соответственно, рак может быть профессиональным заболеванием. Кроме работников самих промышленных предприятий, химических, текстильных, фармпроизводств, постоянному воздействию канцерогенов могут подвергаться работники сельского хозяйства, имеющие дело с канцерогенными агрохимикатами, работники дорожной полиции, дорожные рабочие, маляры, водители, уборщики мусора, работники химчисток. Даже в своем доме человек постоянно подвергается воздействию так называемых жилищных канцерогенов, которые выделяют пластик, пеноизоляционные материалы, мебель из поролона, мебель из ДСП, бытовая химия, асбестовые изделия. Воздух в помещении загрязняется при горении продуктов, используемых для отопления и приготовления пищи. Дорогие друзья, на производстве с профессиональными канцерогенными вредностями тщательно соблюдайте технику безопасности. Соблюдайте меры безопасности при работе с любой аппаратурой, излучающей электромагнитные волны. Выбирая жилье, старайтесь, чтобы ваш дом не находился вблизи загрязняющих атмосферу промышленных предприятий и крупных автострад, бытовых и промышленных свалок, окна квартиры, чтобы выходили во двор. Если дом находится в зоне загрязнения, на окна можно поставить кондиционеры. Самый надежный метод очистки помещения – влажная уборка. Чем чаще, тем лучше. Ежедневное проветривание – простая и эффективная мера предупреждения вредного воздействия на человека жилищных канцерогенов. Благоприятно влияют на воздух жилищ комнатные растения. Они – часть живой природы. После пребывания на загазованной, запыленной улице необходимо принять теплый душ. Не следует превращать вашу квартиру, дом в склад горюче-смазочных материалов или строительных материалов, или пластиковых бутылок, старых газет и другого бытового мусора. Тщательно проветривайте одежду и другие вещи, полученные из химчистки. Берегите себя и своих близких. Соблюдать индивидуальные меры предосторожности в быту и на работе. Регулярно проходить медицинские обследования.